На борьбу с возгоранием вышла тяжелая техника. Подключили экскаватор, бульдозер и поливомоечную машину. Работа усложняется тем, что свалка здесь образовалась 40 лет назад. Ее официально открыли в 1979 году. С тех пор полигон все увеличивался в размерах и в итоге превратился в многометровые слои спрессованного мусора. Потушить такое возгорание очень непросто. Одно дело локализовать огонь, другое – полностью избавиться от тления. Технологий тушения свалок немного. Заливать пеной, либо вскрывать слои и заливать их постепенно. Местные коммунальщики выбрали второй вариант. По их мнению, он самый эффективный. Сейчас работы ведутся на глубине 8 метров. На сегодня площадь работ составляет меньше 40 квадратных метров. Начали уже финишную просыпку песком тех участков, которые не имеют признаков тления и горения. То есть это уже отработанные, пролитые участки. Вот. Что такое площадь 100 квадратных метров? Это площадь производства работ, то есть на которой работает техника. То есть остальная площадь, то есть, я еще раз повторяю, 24 гектара. Вот. Так, чтобы было понятно, что достаточно большая площадь. Вот. Из них 100 квадратных метров, на них ведутся работы. После начала возгорания местные жители начали засыпать звонками различные службы. Люди волнуются за окружающую среду и состояние воздуха. Однако результаты лабораторных исследований показали, содержание вредных веществ в воздухе не превышает нормы. К слову, мусорная тема в последнее время всплывает довольно часто. На последней коллегии прокуратуру отметили. В Коми бытовые отходы можно вывозить лишь на 11 свалок, поэтому нарушения есть практически во всех муниципалитетах. Возможно, частично решить проблему сможет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По его инвестпрограмме будут построены объекты накопления, сортировочные и станции утилизации отходов. В планах на этот год строительство мусоросжигающих заводов в Сыктывкаре и Сосногорске. 3 муниципалитета перейдут на раздельный сбор, что позволяет снизить полигонное захоронение отходов. Строительство объектов обращения с отходами ведется по нашей республиканской программе за счет средств в основном объеме республиканского бюджета и софинансирование 20% за счет средств муниципального бюджета. За прошлые годы были построены площадки накопления отходов в Карткировском и Ижемском районах. Они сейчас не эксплуатируются, потому что не введены в строй полигоны сами захоронения отходов. И сейчас продолжается строительство 3 площадок и 1 полигона в Кайгородском районе, которые будут введены в эксплуатацию до конца этого года. Раздельный сбор мусора с последующей его переработкой частично помог бы решить проблему. Однако чиновники на местах внедрять технологию не торопятся. Между тем, одна из региональных компаний для нужд производства вынуждена закупать пластиковое вторсырье из соседнего региона, где раздельная утилизация уже налажена. Татьяна Супряткина, Анна Скальская, Алексей Серов, телеканал Юрган, Усинск.